Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Армысыздар, бармысыздар. Мен мына жерде қазір бір үн тастайын деп отырмын. Мына жерде Аслан деген Көкшетаудың азаматы орысша керемет күшті сөйлейді екен. Соның сөзіне кішкене мен шамдана жауап қайтарайын деп отырмын. Аслан, добрый день, если ты меня слышишь, если ты меня видишь. Я понимаю, что ты поддерживаешь русский язык. Я понимаю, что ты с детства на этом языке разговаривал. Я знаю, что и ты на казахском разговариваешь. Но мне непонятен твоя позиция насчет русского языка. Ты, наверное, знаешь, да? Ты хвалишь русский язык. Я против ничего не имею. Это язык Пушкина, это язык Лермонтова. Но хотел бы тебе напомнить, если ты не знал, что мы независимое государство. Я во многих местах нашей планеты был. Я был в Африке, в Найроби, Кении, где нету своего языка. Там говорят на английском все. Есть некоторые маленькие поселки, где говорят на своем родном, на суахили. Я был в Мексике, где мексиканцы полностью разговаривают на испанском языке, потому что они потеряли свой язык. Почему? Потому что у них колонизатором были испанцы, а у африканцев были колонизаторами англичане, британцы. Смотри, 87 лет мы были колонией России, да? Ладно, да, они построили нам школы, как ты говоришь, но они построили нам заводы, города, Көкшетау. Так если бы не было их, мы бы это сами построили. Древний город Сығанақ, Тараз. У них, когда в России городов не было, у нас эти города были. А что русские сделали с казахами? С нашими дедами, прадедами? Не говорить это? Или ты, наверное, знаешь? Смотрю, ты грамотный. Сколько казахов, сколько наших ученых они перебили, репрессировали. Сколько земель наших забрали. Почему ты об этом не говоришь? Почему ты не говоришь про русский шовинизм? Сперва, чем говорить что-то, нужно знать информацию с двух сторон. Ты односторонне рассуждаешь. Да, поддерживаю. У меня есть тоже друзья русские. Я сам в русской школе учился. Прекрасно знаю русский язык. Уважаю русскую классику. Но это не говорит о том, что человек должен терять свой казахский язык. И все люди, которые сейчас, как ты говоришь, на высшем уровне отменяют, это очень даже правильно. Потому что если не мы, если сейчас мы не возьмемся за наш язык, мы потеряем. А ты знаешь, как говорят? Человек, потерявший свой язык, он потерял свою бытность, он потерял себя как нация. Я против русского языка ничего не имею, как и другие не имеют. Разговариваешь дома, разговаривай, но на государственном уровне. Казахстан должен быть казахским. Ты живешь русский, немец, хоть кто, живи, процветай. Никто не против. Занимайся бизнесом, богатей. Но будь любезен. Уважай тот язык, в какой стране ты живешь. Потому что сейчас, если в Германию поедешь, ты на немецком будешь говорить, на русском никто тебе не будет говорить. Не дадут тебе говорить. Хоть где, хоть в Америке. А чем мы хуже, казахи? Мы не хуже, мы лучше, чем другие государственности, которые не запрещают русский язык, но говорят, в первую очередь, знай свой язык. Язык той страны, в котором ты живешь. Вот о чем речь. Про шовинистов не надо говорить там, что мы такие, казахи вот так делают, что что плохого сделали русские. Я тебе много примеров могу накидать. Насчет Шакен Айманова, если ты не знал. Сара апамыз жайлы айтып бере аламын.
Қалай қайтыс болып кеткен аяқ астынан. Но зачем это трогать? Это было. Тот, кто не знает своей истории, тот, кто не знает своего языка, он как нация потерян.